Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, мне пойдут кудряшки? Кудряшки? Ты и так хорош, конечно. Представляешь меня с кудряшками? Представляю. И как я тебе? Белиссимо. На самом деле я знаю на 100%, кому пойдут кудряшки. Кудряшки пойдут нашему следующему гостю. Ах, друзья, вы сейчас влюбитесь с первого взгляда, потому что у нас в гостях прекрасный, замечательный пес по кличке Марли и не менее прекрасная, замечательная Гульнара Цепалова, которая традиционно нам сейчас будет рассказывать о уходе за животных и особенности. Марли. Доброе утро. Доброе утро. Гульнара, доброе утро. Доброе утро. Ну, не зря мы сегодня Гульнару пригласили, поскольку обычно у нас каждую среду происходит встреча, да? Да. Сегодня Международный день собак. Так что, Это Марли, да. мы тебя поздравляем. У тебя сегодня Помнишь, как праздник. я учил, да? Поздравить. Длинная. Да, давай попробуем. Давай. Гав, гав, гав. Ой, смотри, обратил внимание. Я же говорю, я владею в совершенстве. Давай я попробую. языком Собачьим собачьим. языком. Да, да, да. Гав, гав, гав. Одно длинное, два протяжных, друзья. Я сегодня запомните. всем уличным собакам буду так делать. Только наблюдайте, чтобы за вами никто не наблюдал с камеры в этот момент. А то приедут люди в белых халатах, но это уже совсем другая история, да. Гульнар, ну сегодня праздник, да? Вот чем можно порадовать своего такого четвероногого питомца? Что посоветуете? Ну, лакомством, конечно. Ну, Мяском? которые любят, да. Ну, можно мяском. Некоторые собачки любят печенье. Вот, кстати, Марли у нас очень любит печенье. За печенье он может сделать все, вот что они, угодно. Да. печенюшечки. Покажем зрителям сюрприз Да. небольшой. Ну, у каждого животного свои какие-то предпочтения. Хозяева, конечно, знают. Так что можно побаловать в этот день. Кстати, День собак в разных странах отмечали раньше в разное время. Вот, допустим, в Японии 11 января. Какой собаке был посвящен Хаски? этот день? Нет? А что? Ну как, вы что? Какая? Какой Давай. собаке в Японии был посвящен этот день? Овчарка. Хатика, вы что? Ну да. ты же Хатика, сказала, да, Хас. Я почти знаменитейшая собака, да. Ну и вот в 1993 году был именно принят этот день в ООН, что именно 2 июля будет отмечаться как День собак. У меня вопрос такой. Вот сегодня утром просыпались мы и в окно посмотрев, увидели дождик, и немножко такая легкая тоска. Грусть и тоска. Собаки подвержены грусти и тоске? Да, кстати, я слышала, что они депрессию даже испытывают. Это зависит, конечно, от породы. Вот если пудель, да, вот Это Марли, весёлый. да, это настолько веселая, добродушная собака, да, что и лишь бы был рядом хозяин, человек, да, то, наверное, не подвержены. Но есть, конечно, и такие более флегматичные собаки. В депрессию впадают чаще всего, когда расстаются со своим хозяином. Им очень тяжело. Не зря говорят, собака – это единственное существо, которое тебя любит больше, чем себя. Вот так. Это действительно так. Да. Так мило, Это да. действительно так. Кстати сказать, Марли — это порода пудель. Да. Это порода пудель. Как еще вот, Марли, давай Так. присядь, чтобы тебя все видели. Ну, ты какой Еще хорошенький. называется это пудель Мальвины. Все, Пудель. наверное, знают сказку Буратино, да. Пудель Мальвины. Да. Так, у меня другой вопрос был. Мы почему-то с детства, у меня и у очень многих моих знакомых, есть такой стереотип, что пудели вредные, маленькие, лают и постоянно... Серьезно? Да, А почему? приводят к неприятностям. Почему Потому так? что, видимо, у нас во дворе Жил какой-то такой представитель, такой, да? да? постоянно он всех облаял. Очень Нет, он громко. просто хотел пообщаться со всеми, но он же не знает человеческого языка. Вот он пытался Именно со по этой всеми. причине 2 носка с дырками до сих пор с детства перекочевали в мою Пудель — это же взрослую жизнь. цирковая, да, порода собак? Пудель, да. Изначально вообще это пастушья собака считалась. Пастушья даже. Да, ничего себе. и использовали в цирках с музыкантами, там они, вот цирк Шапито раньше был, и вот они постоянно очень легко поддаются дрессировке вообще и выполняют просто вот немыслимые трюки эти животные. Ну, сейчас больше считается декоративная собака. Ну, видите, их так стригут очень красиво, да? Только что хотел сказать, что прям стрижка у вас. Он однако, такой Мария. Да, мягенький да. еще, знаешь. Ну, изначально, да, вот использовалась как Но такая... у нас же есть печеньки. Давайте покажем. Хочешь попробовать Да. себя в роли дрессировщика? Хочу, очень. Это Хочу было- с ним это было пообниматься. бы здорово. Внимание, Да. дорогие Ну друзья, что, на ваших поехали. глазах сейчас произойдет процедура дрессуры, и будем мы выполнять некоторые команды. Я думаю, у нас все получится. Так, Итак, первая что? команда. Зайка. Зайка. Ой, ты божечки! Ой, ты какой
хорошенький. Можно Давай- еще раз. давай еще раз Да, закрепим. да, да. Давай. Да. Итак, Марли, зайка. Зайка. Зайка, зайка. Ой, ты молодец, ты такой хорошенький. Давай попробуем Так. дай лапу. Дай Давай. лапу. Марли, дай лапу. А нет, он говорит, ничего у тебя. Пожестче Давай. немножко. Дай лапу. Да. Молодец. На тебе за это Слушай, печенье. а бывает, что собака левша или правша? Вот как у людей. Да, Вот сейчас кстати, левую какую лапу он подал. лапу дает. Вот такой интересный вопрос. Интересный кстати. вопрос. А Дай попробуй другую лапу. лапу. Нет, левша. Так, сейчас попробуем. У нас собака Дай левша. лапу. Нет, Нет. смотри. Давай еще раз добьемся правой. всё. Дай лапу. Нет, друзья? Другую Собака лапу. левша. По законам физиологии, конечно, правое полушарие преобладает, да, или левое полушарие. Всё, Я больше думаю, не дам. и для животных это Последнее также оставлю этот на закон. потом. Марли, ну ты левша, Да. ты Мы понимаешь? определили это, да. А, кстати, вы заметили, вот я не знаю, конечно, как у собак, но все представители человеческой расы, Так, да, леворукие. всё-таки леворукие, да, они очень талантливые. Творческий. Я как раз Да, поэтому... я тебе хотела сказать, Поэтому я что нет. заготовил холст и краски. Марли, внимание. Да, действительно, говорят, что те, у кого развито больше левое полушарие, то есть люди, которые действия повседневно делают левой рукой, они более творческие. Может быть, с собаками тоже. Может быть, и дрессура такая замечательная. Возможно. Потому что... Марли, Да иди что-то, он все услышал. сюда. Идем. Нет, хозяин... Вот видишь, Нет, человек, не он, хочет, с да. которым Ко пришел, мне. ни на шаг не отойдет. Чтобы подозвать, надо говорить ко мне. А, да? Ко Да. мне, Марли, ко мне. У меня сразу Иди, вопрос. Вот мы иди. сейчас занимаемся дрессурой, да, и за это даем вкусняшки всевозможные. И я точно знаю, что у собак практически у всех проблема номер один — это Словно. ожирение. Да, Ожирение. кстати. Это действительно так. Сказала я, как будто у меня есть собака. Да, так это или нет? И как от этого уберечь Ну, своего питомца? конечно, служебных собак невозможно до ожирения довести. Во-первых, у них там сбалансированный рацион, да, определенное питание, и они постоянно работают. Ожирению подвержены, конечно, домашние собаки, которые вот живут в семье. Ну, это только вина хозяев, я думаю, что вот они доводят до такого состояния. Перестаньте пихать все, что у вас осталось Всё после правильно. обеда в свою И собаку. гулять надо с животным, нужно гулять. Постоянно собакам, они очень активные сами по себе животные, и с ними нужно гулять. Только поэтому... А сколько времени нужно гулять? Вот сколько ты гуляешь? Я гуляю ежедневно утром и вечером по 15-20 минут. Этого не дольше. достаточно? Но вечером бывает подольше, дольше прогулка. С утра Ну, обычно краткосрочная. Зависит от погоды тоже. Зимой, конечно, долго не погуляешь, да, если, ну, и собаки короткошерстные, они начинают замерзать, длинношерстные, они могут, они в снег ныряют, им даже И все в порядке у комфортно. них. У меня Да, да. вот такой вопрос, пока осталось у нас немножко времени, он очень будет интересен всем, у кого есть собаки. Я знаю, что у многих есть собачки, которые, ну, давайте так назовем, не совсем воспитаны, то есть не дрессированы. Какое-то базовое упражнение для дрессировки можем подсказать? Как начать своего питомца дрессировать именно? Есть такое? Ну, общий курс дрессировки есть для Есть. животных. Ну, Есть специалисты у нас в городе, которые есть, приедут, есть. расскажут и покажут Да. более подробно, и стоит этому совету прислушаться, я вас уверяю. А Согласна. если все-таки все полетело? Они специалисты, они знают действительно, они сразу находят с животным общий язык, да, и только удовольствие испытаете, что ваше животное там послушное, да. Ну, во всяком Выполнить. случае, самые базовые упражнения, такие как сидеть или ко мне, можно Сидеть, самостоятельно, да, самостоятельно попробовать разучить. Что для этого делаем? Берем вкуснятину, ну, каждый знает, что питомцу ему нравится, да, печеньки или колбаска, нарезаем кубиками, и желательно, чтобы это сумочка была, потому что к рукам приучается четвероногий друг ваш и начинает уже просто искать еду. А если будет какая-то сумочка, подсумок у вас на поясе, это будет гораздо лучше. После этого мы пытаемся посадить принудительно своего четвероногого друга, и после того, как он сделал упражнение, даем ему поощрение. Это называется Да. закрепить результат. Закрепляем результат. Да, Все верно. обязательно. И таким образом пытаемся постепенно внедрять эту систему ежедневной упражнения вашего друга. Я думаю, что гораздо приятнее, когда собака воспитанная, вот, к примеру, да, лежит красиво, никуда не стремится бежать, лаять, облаять, укусить. Хотя у нас здесь, Она вы не понимает, поверите, в что там студии печенька 35 идет. человек. 35 человек. То есть это 70 глаз, если чтобы вы понимали. Гульнар, спасибо огромное, что сегодня пришли. Спасибо тебе, Марли, тоже за то, что ты к нам пришел сегодня в студию. Мы тебя поздравляем с праздником, с Международным днем собак. Да, ждет На, тебе за печенье. это вкусняшку. Да? Ну, ты мой Даже хороший. без зайки можно, да. Можно без зайки. Ну что, Гульнар, может быть, какие-то напутственные слова скажете нашим телезрителям, у которых есть вот такой вот замечательный Ой, питомец? всегда говорю, любите своих питомцев.
просто любите, им больше ничего от вас не нужно. Просто ваша любовь. И кормить не забывайте, когда любите. Ладно, Если любите, будете оставайтесь кормить. с нами, дорогие друзья. У нас впереди много чего интересного, и все для вас. Пойдем обниматься. Пойдем? Марли.